Музыкальное образование в Якутии среди населения очень востребовано, и многие родители стремятся к тому, чтобы их дети умели играть на различных музыкальных инструментах. Об этом нашему телеканалу в Международный день музыки сказал заместитель министра культуры и духовного развития Владислав Левочкин. Родители готовы даже обучать детей платно, чтобы ребенок был всесторонне развитым. Центры регионов обязательно должно быть наличие, порядка 20-30 школ. То есть, в принципе, они должны быть в каждом квартале в пешей доступности для населения, поскольку нашим школьникам приходится ехать через весь город для того, чтобы попасть в свою музыкальную школу вместе с инструментами. И, надо сказать, у нас очень высокий конкурс, порядка 8-9 человек на место, что очень высокие показатели. И фактически мы 8 желающим из 9 отказываем в том, чтобы он получал дополнительное образование в музыкальной школе. Профессиональное музыкальное образование в Якутске можно получить только в двух учреждениях – Высшей школе музыки и музыкальном колледже имени Жиркова, альма-матер якутских музыкантов. Именно выпускники этих двух учреждений всегда представляют Якутию на российских и международных площадках. День открылся мемориальная табличка нашего педагога Киселевой Людмилы Петровны. Она более 40 лет работала в системе музыкального образования профессионального в Якутии. И так или иначе все народники это мы называем музыкантов, которые играют на народных инструментах, являются ее учениками. Все прошли через ее руки. И сейчас в республике трудятся ее дети, внуки, правнуки уже в разных сферах культуры и образования.